Первым объектом, который посетил Кирилл Бычков, стал долгострой по улице Автодорожная. Стройка этого многоквартирного 16-этажного дома простаивала с 2017 года. Застройщик объявил себя банкротом, а дольщики остались без долгожданных квартир. И вот совсем недавно дело сдвинулось, казалось бы, с мертвой точки. Кругом был бардак, мусора много было. И вот отсыпку сделали, проезд, заезд подготовили. Завезли пока арматуру, опалубку. Подготовительная работа. Буквально дня через 1-2 мы уже приступим к монолиту. Следующим объектом рабочего объезда чиновника стал 4-этажный дом в микрорайоне Ильинка. Здесь так же, как и долгострой по улице Автодорожной, стройка долгое время пустовала. А судя по пестрящим граффити, была еще и облюбована местной молодежью. Строительные работы на объекте значительно усложнились сжатыми сроками. Однако здесь компания застройщика уверяет, к плановой сдаче точно успеют. Здание простаивало 9 лет с лишним. Есть, скажем так, усадочные трещины. Это все рабочие моменты исправимые. Сроки очень короткие, приходится, скажем так, в режиме многозадачности решать. Сдать объект будет необходимо уже к концу этого года. Тем не менее, хотя бы, что называется, есть чем работать. О расположении же следующего дома свидетельствует лишь свайное поле. Однако свои квартиры жильцы этого долгостроя получат уже в следующем году. У него сдача в следующем году, сейчас здесь нулевой цикл. Подрядчик также приступит одновременно к этому объекту, начнутся работы, тоже пойдет зимней кладкой, поэтому темпы мы проследим, чтобы были достаточно такие бодрые. В целом, со слов первого зампреда Кирилла Бычкова, проблема с обманутыми дольщиками в республике решена. Последние 3 года этот вопрос был одним из ключевых направлений политики правительства региона. А введение данных объектов станет результатом проведенной работы. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.